Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире будничный Суперпрайм. Не пропусти главное. И мы его ведущие Дмитрий Аргунов и Александра Салих. Дим, расскажи, пожалуйста, какую тему мы сегодня будем обсуждать? Для тебя это всегда новость, зайдя в студию, узнать, на какую тему же мы сегодня будем. На самом деле, конечно же, в преддверии даты 4 ноября у нас тема должна была быть и есть нынешнего сегодняшнего нашего выпуска День народного единения, праздник 4 ноября. Вообще есть, мы хотели бы рассмотреть эту дату под различными углами, насколько удачно она вписалась в ту систему, скажем так, праздниц, торжественных дат, которую недавнее наше советское прошлое нам всем оставило. Кстати, ты знаешь, что Новый год — это также в том виде, в котором она есть, с Дедом Морозом, и с Снегурочкой, с елкой, это нововведение относительно такое свежее, с 30-х годов прошлого столетия. Ну, скажем, пусть это как бы такой искусственный праздник, но тем не менее он объединяет все семьи, и я думаю, что это единственный праздник, который встречают все и дети, и взрослые, и все очень красиво. Согласись? Я более чем подарки получать под елкой и так далее. Да, это очень приятно. Но я более чем рукоплещу, скажем так, тем придумщикам, которые взяли персонажа из русской народной сказки «Морозко», добавили главную героиню оперы Римского-Корсакова, и получился на самом деле праздник №1 нашей всей страны. У тебя, кстати, я знаю, достаточно большой опыт работы с... Ну да, я 10 лет работала Снегурочкой, честно признаюсь. Осталось мне переквалифицироваться, скажем так, Деду Морозу. Ладно, к теме Нового года мы больше возвращаться не будем. Хотел бы сегодня все-таки вернуться к теме. Мы сегодня провели такой установочный эфир в утреннее время в 10:30 о природе праздников. Да? И первый блок мы бы хотели посвятить природе праздников. Давайте я... займем свои места. Я думаю, что наша сегодняшняя аудитория, пусть относительно малочисленная по сравнению с прошлыми выпусками, но очень компетентная и, скажем так, имеющая прямое отношение. Один Анатолий Анатольевич чего стоит, который является руководителем, сопредседателем Совета Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, кстати, Анатолий Анатольевич, и здравствуйте, все уважаемые гости. И первый вопрос вот этому, да всем получается, да? Природа праздника 4 ноября. Все мы привыкли отмечать 7 ноября, да? Насколько удачно праздник День народного единения заменил собой вот тот праздник, который привыкли в советское время отмечать? Давайте с вас начнем, да, как... Нет, ну понятно, что этот праздник, конечно, был чистым идеологическим конструктом. Когда не удалось все-таки реализовать идею празднования 7 ноября как Дня примирения и согласия, то нужно было найти действительно замену, близко стоящую ко дню 7 ноября и одновременно переформатирующую само отношение к празднику. И был выбран, в общем-то, тоже момент, связанный, ну, скажем так, с историей насильственной, да, это освобождение Москвы от поляков. И, честно говоря, в этом празднике тоже есть очень рискованный момент. Это момент противоставления врагам. Хотя, как мы знаем, допустим, что Кремль тогда защищали тоже не одни поляки, а защищали так называемые литвины, это наши братья-белорусы сегодня, защищали, собственно, будущий царь Романов со своими домочадцами тоже стоял на стенах Кремля и отбивался от Минина и Пожарского. Так что здесь, конечно, тоже все сложно, но это действительно идеологический конструкт. В принципе, праздник прижился, любой праздник — это конструкт. Вопрос... А где критерий того, что праздник прижился? Прошу прощения за то, что перебил. Ну, мы его празднуем. Я надеюсь, что 4 ноября никто в знак протеста не пойдет на работу, кроме тех, кому положено работать и в праздничные выходные дни. Я так думаю, нашему народу любой повод, скажем так, отметить выходными, да, это во благо. Ну, я думаю, что вы тут не правы, потому что наш народ, он тоже разный. Он умеет и работать, и вы знаете, как используются, например, майские праздники. Как они используются? Они используются с полной самоотдачей для многих очень людей. Так что здесь просто отдохнуть, выпить водки перед экраном телевизора, здесь все сложнее.
праздника, мне кажется, слабая сейчас сторона у этого. У него нет какого-то четко обозначенного ритуала. Мы не знаем, как его праздновать. 7 ноября мы знали, как его праздновать. Мы идем на демонстрацию, кричим «Ура!». Мерзнем. Ну, в Якутске мерзнем, где-то не мерзли. В Якутске действительно мерзло. Я вот по юности помню, минус 45-47, нормальная температура для 7 ноября. И, ну, тем приятнее было собраться за теплым столом, что-то там говорить. С тазиком оливье. С тазиком. Нет, тазик оливье — это Новый Еще год. 2 дня отдыхали же, 7 и 8. 7 Да, 2 дня, 8, кстати, да, да. да. Потом он прочно вошел. В ноябре должна быть какая-то вешка, даже хотя бы для школьников. Все мы с вами учились в школе, и мы все знаем, что в эти дни у нас каникулы, например. Это тоже радостный какой-то рубежный момент. Нет, я не противник, повторяю, мне просто кажется, что нет важного очень вот этого какого-то обрядового, ритуального такого момента. Ну, раз нет обряда, вот, раз нет ритуала, значит, его надо сообща, может быть, Придумать. общими усилиями как бы создать. Почему, скажем так, наша власть, наше государство, которое, как Ольга Валерьевна говорит, активно расставляет вот эти даты и праздники с целью формирования, я, кстати, еще раз хочу услышать, с целью формирования чего? Ну, с целью... Сейчас, я считаю, данный праздник, по крайней мере, был действительно установлен для того, чтобы сформировать новую гражданскую нацию. Вообще, надо вспомнить историю, что советское государство тоже, когда большевики пришли к власти, они для того, чтобы перейти как бы в Новую новую формацию? страну, да, должен произойти слом старой системы, и как бы те многие, в основном религиозные праздники, которые праздновали в дореволюционное время, были заменены на новые советские. Тот же День весны, День урожая, которые заменили вот там Покров день или Николин день. И ну, это все было как бы идеологическая работа. Сейчас у нас тоже стоит новая задача, и она прописана в новой стратегии национальной политики, формирования единой гражданской нации. Какие-то праздники должны соответствовать этой задаче. И ну, правильно было сказано, что государство расставляет некие вешки, да? Оно должно как-то обозначить некоторые циклы нашей жизни, да, единые праздники для того, чтобы мы чувствовали в эти дни причастность к какой-то определенной общности. Ну, в том же случае к общности россиян единой. По нашим социологическим исследованиям, которые мы проводили, если мы задавали вопрос респондентам о том, что вас объединяет со всеми гражданами нашей страны, то в первую очередь выходило, что это государство, во вторую очередь общая природа, территория, в третью язык, и в четвертую это как раз общие праздники, которые мы празднуем все вместе. То есть нельзя отметать вот и говорить, что это ну, так несерьезно, все. На самом деле это очень важная идеологическая работа. А вам не кажется, что просто очень много времени прошло с тех пор, как, допустим, вот 4 ноября, что мы празднуем освобождение Москвы от поляков, да? И люди уже, ну, как сказать, да, это уже древность, и нужно какое-то другое новое веяние, чтобы... Более новую дату, Да. да? Ребята, Ну в вот. конце концов, маска Гая Фокса — один из праздничных атрибутов Британии. Это тоже 17 век. И маска Гая Фокса вообще известна каждому на Земле благодаря фильмам. Ее используют. Вот этот пороховой заговор, он в Англии стал национальным праздником, праздником объединения. Почему нет-то? Вы Почему не говорите 17 сейчас, век? наверное, о том, что вот как бы праздник не совсем вошел как бы в общественное сознание, да, не признан, может быть, еще общественностью. Ну, он может быть не популяризован как раз потому, что нету символики, ритуалов, которые мы должны были соблюдать в этот день. Если они как бы, ну, они со временем, наверное, появятся, я так считаю, и через некоторое поколение людей мы действительно будем считать этот праздник уже настоящим, который вот испокон веков, можно сказать, праздновался. Потому что с течением времени, как показал наш опыт советской власти, это входит в сознание населения. Действительно, некоторые люди говорят, что праздники у них в крови. Сегодня, допустим, мы слышали Владимира Ю, утром он сказал дважды, что 7 ноября у него в крови.
Скажите, а какие могут быть ритуалы, которые вы бы, вот, допустим, хотели использовать на этом празднике? Нет, я бы не хотела бы сейчас придумывать что-то из головы на лету. Просто я думаю, что со временем появятся те же самые парады, допустим, на праздниках, они всегда выполняют определенную функцию, допустим, или перед праздником очень важна подготовка к нему, допустим, да. В церковных праздниках такое бывает, то, что перед торжеством соблюдается строго пост, нужно себя держать как бы на высоком уровне, и потом вот отпускает, да, такая свобода, и рефлексия возникает. Ну, как бы люди должны почувствовать удовлетворение от этого. Я думаю, что в ряду тех праздников Новой России, которые существуют, да, День российского флага, День России 12 июня, и День народного единения, стоит еще в более-менее выигрышной позиции, как нечто, которое, ну, пришло не на пустом месте, да, а оно подменило собой вот уже привычное. А вы помните, вот в Советском Союзе был такой праздник, День союзных республик, 30 декабря. Мы отмечали, мы собирали, вот мы одевали национальные костюмы, вот в школе это еще было, да, и отмечали этот праздник. И мне кажется, вот этот День народного единства собирает вот в этот день вот все народы, которые живут в нашей России. Вот такой праздник из него надо делать, что в этот день собираются народы. Народы показать вот свою культуру, свои песни, свои танцы. И радуются, что вот настолько вот в России столько много народов. Вот такой праздник он должен быть. А можем мы такой организовать праздник, допустим, в ДК Кулаковского? То есть, ну, у нас вот уже в плане 4 ноября патриотическая акция «Мы россияне», где придут вот люди разных национальностей и будут в этом участвовать. Я просто хочу предостеречь вас от возможности выговориться, скажем так, в первом же блоке. Да? Возвращаясь к конструктивам. Почему чуждые нам буржуазные праздники, которые, тем не менее, основываются на вечных каких-то категориях? Да? Хэллоуин, он основывается на страхе, на первобытном человеческом страхе. Да? Он активно воспринимается всеми слоями населения, начиная от детсадовцев, заканчивая там пенсионерами. Да? Почему праздник всех влюбленных, День Святого Валентина, абсолютно буржуазный праздник, как я считаю, да? Он получает отклик в широких массах народа, поскольку основывается на вечной, опять же, категории, на любви, да? Есть же примеры такого. Вот Да. тебе нравится Хэллоуин отмечать? Тыковкой наряжаться? Ну, сейчас-то нет, конечно, уже. А раньше, да, нравилось. Ну, Да. это молодежь. Явление Молодежь такое просто. молодое, да? Но оно тем более, еще раз говорю, вот даже русская православная церковь выступает со специальным обращением, которым подвергает своему церковному астракизму те организации и людей, которые отмечают вот этот чуждый нам праздник. Да? Но еще те вот праздники, которые на каких-то древних моментах, да, на языческих моментах основываются, они всегда пользуются большой какой-то, я не знаю, популярностью. В этой связи я бы хотел отметить, что нужно ввести конструктив на Николин день, да, День плодородия. День дачника, да? 3 лет не пройдет. Люди будут массово отмечать вообще, ну я не знаю, ударным трудом на собственных дачных участках. Это замечательное явление, согласитесь? Это конец мая надо, Нет. да. Вы вообще обратите внимание, что когда в 90-е годы произошел поворот в нашей стране, во-первых, страна открылась сама, она открылась даже к самой себе. К нам пришли же не только, как вы говорите, чуждые буржуазные праздники, к нам пришли этнические Да праздники. я так троллю. Нет, этнические праздники пришли. Допустим, региональные, вот скажем, ИСЭХ, это же был сугубо этнический праздник. Календарный. А он стал фактически сейчас республиканским, там у него тоже свои трудности есть вот, с восприятием, с отношением, как праздновать его. Ну, приятно видеть вот, людей, которые улыбаются, лица светлеют, там, одежда одевает праздничные. Это в Татарстане есть, на Кавказе, я думаю, вот Россия открылась еще и к региональным праздникам. Вот, может быть, я не знаю, если конструировать дальше День народного единства, то, может быть, как-то вот эти элементы из вот, традиционных праздников наших народов, вот, как-то их отражать. Я не знаю, честно. Я просто думаю, что вот, ритуалы нужно нам, конечно, Ну, создавать. какие-то традиции народов. Потому что, ну, каждый народ у нас отмечает свои праздники. Буряты Сагалган, тувинцы Шага,
Корейцы соль, наль, потом идет Навруз, Нарус, Наурыз, потом идет еврейский Пейсах идет, да, и все эти народы отмечают, это весь год у нас отмечается до Исеха, да, до Исеха, и на Исех мы выходим все и отмечаем праздник Исех. Сейчас все народы туда приходят, вот на Исхатан, все отмечают этот праздник Исех. Ну, И это считает его... чисто привязка к да, территориальному, скажем так, фактору. Ну Нет, да, это тоже праздник немало. дружбы, Россия же единения территориями тоже получается. Строится-то, выстраивается-то. Ничего плохого и ничего, как бы сказать, искусственного здесь нет. Ну, это очень органично, оно здесь вырастает. Вот как бы это вот распространить на страну, чтобы научились люди радоваться тоже за тех же бурят, по-настоящему радоваться, не дежурными там фразами отговариваться, за тех же татар, которые отмечают. Там, Да, Сабантуй свой они отмечают вот тоже каждый год. Нам надо научиться радоваться таким праздникам, которые есть у нас в стране. Потому что если люди с такими лицами, с хорошими его встречают, ну, наверное, это стоит того. Да, вот, чтобы распространить как-то. Вот повторяю, я не знаю, у меня нет ответа. Я так вот сейчас размышляю вслух просто. Ответов таких категоричных вообще, я считаю, быть не может. Да? Давайте вот немножко все-таки повернемся к правде лицом. Да? Если бы не перекрывали улицу Пирогова во время Курбан-Байрама, да, сколько бы народу было бы радо отметить тот же самый Курбан-Байрам, не являясь при этом мусульманами? Коллеги. Ну, кто что замечает. Я живу на Пирогова, и я вот, например, замечаю, что на моей грязной улице Пирогова, несмотря на все обращения к мэру города, самое чистое место — это возле мечети. Там удивительное дело, даже луж не бывает. Как они умудряются, поэтому я рад за них, например, когда они отмечают. Ну, потерпим, ничего страшного. То есть вас не напрягает? Вот, Ну, бывают, конечно, моменты, перекрытие. когда вот перекрыт, там торопишься куда-то, но в целом-то тоже, кстати, привык уже. Это вопрос опять привычки. Я 12 лет живу там, и я уже привык. Но у них два больших праздника: Ураза Байрам и Курбан Байрам. В этот день они приходят все, ну, настолько вот они идут, да, вот в этот день тоже у них вот такая солидарность. Вот это мне вот нравится, вот это, то, что они вот, значит, у них вот есть внутри, что этот праздник надо прийти в мечеть. Это очень даже хорошо, что они соблюдают свои традиции. А вот немножко, может быть, место, вот где стоит мечеть, она вот неправильно поставлена. В этом может быть проблема. Ну, это Да, нашим там, отцам да, города, там да, совершенно скорее тесно. Они не помещаются никак. Совершенно тесно? Нет, честно, конечно, там, потому что улица маленькая, там нужна Там вторая люди мечеть молятся на по-настоящему. улице. Ну, Где-то поближе к окраине города. хотелось Да. бы сказать, что, может быть, не прибавилось бы празднующих этот праздник, но, наверное, снизилась бы социальная напряженность. Да. Потому что как бы у нас всегда, когда перекрывается любая улица города, буквально любая, то у нас возникают засторы, пробки, это вообще город встает. И, соответственно, конечно, это всегда вызывает какое-то негативное отношение. Но не только относительно мусульман в их праздник, но и в любые другие. В день бега, Да. кросс нации, перекрытие дорог, куда благовиднее предлог. Нет, народ недоволен. Недоволен, улицы перекрыли, ему там банку варенья вовремя купить нельзя. Да? Вот у нас такой подход, что иногда из-за 2 банок варенья рушатся такие экономические планы. Прошу прощения, конечно. да. Кросс нации по загазованному городу, конечно, тоже не лучший вариант, мне кажется. Но выводить всех, скажем так. Хорошо. К тем моментам, которые вот мы уже затронули, объединяющий фактор всех народов, которые проживают на территории, я во втором блоке начну прямо с обращения Анатолию Анатольевичу, как сопредседателю Совета Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия, да, и те аспекты культурологические, гастрономические, те аспекты, не знаю, языковые какие-то, которые именно в этот день мы должны вытащить на передний план и показать. Вот у нас есть вопросы вот по этим направлениям, у нас есть предложения по этим направлениям, у нас есть конструктивные мнения вот по этим направлениям. Об этом мы поговорим, конечно же, во втором блоке нашей передачи. Ну, мы продолжаем наш разговор о праздниках и о конкретной дате 4 ноября, День народного единства. День народного единения. Да? Если спроецировать на масштаб республики, Анатолий Анатольевич, вы как один из руководителей Ассамблеи народов, да, вообще
давайте начнем с тех конкретных фактов, сколько народов, да, в каком количестве, чуть в процентном соотношении. Все это, конечно, общеизвестные факты, но, тем не менее, свежими данными всегда полезно пополнить свой запас. Современная Россия у нас довольно молодое государство в историческом аспекте, всего более 20 лет. Но этот праздник, День народного единства, мы начали отмечать 2004 года. Это 11 лет прошло. Конечно, Россия большая многонациональная страна. В ней проживает порядка 190 национальностей и народов, которые говорят на 250 языках и диалектах. Наверное, в мире нет вот второго такого государства. Ну и в религиозном отношении. У нас и православная вера, и, значит, буддизм, и языческая вера, и, значит, мусульмане, ислам. И, конечно, чтобы объединить вот, население Российской Федерации взамен того праздника, нужен был какой-то праздник, наверное, если исходить из истории, из философии. Поэтому этот праздник, вот, День народного единства, вообще-то оно имеет религиозное начало. Сперва его, значит, подняли и обсудили на религиозном совете России. И потом религиозный совет обратился в Государственную Думу, чтобы именно отметить вот такую дату. И, конечно, то, что, значит, наши, значит, русские люди, ополчение, объединившись, там изгнали польских захватчиков с Москвы во главе с Кузьмой Мининым, нижегородской воеводой, и князем Дмитрием Пожарским. Но и на следующий день Дмитрий Пожарский в Китай-город привез Казанскую икону Божией Матери. И вообще все победы российского народа по истории олицетворялись вот этой иконой. Даже Иосиф Виссарионович Сталин, насколько он был атеистом, но мы сами знаем, советская власть, в общем-то, в 20-х, 30-х годах полностью уничтожили православную веру, церкви и так далее. И когда, значит, в Москве была угроза в 1941 году, немецко-фашистские захватчики стояли у ворот Москвы. Тогда, значит, Сталин приказал взять, значит, Казанскую икону Божией Матери и облететь Москву. И это, значит, довести до войска. И, конечно, это тоже помогло. Но не это может быть, но вера какая-то должна быть. Мобилизационный фактор, да? Ну и, конечно, чтобы объединить вот эти народы, ну, праздник какой-то должен быть. Давайте мы примем телефонный прямо сейчас звонок, касается вот общего нашего, и продолжим наш с вами, скажем так, дискуссию. Мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, Меня здравствуйте. зовут Старостина Зоя Дмитриевна, звоню в город Якутск. Хотела бы узнать, вот 4 ноября у нас праздник как бы государственного значения, но в основном местное население не особо вникает и не особо понимает, под каким девизом, под каким логотипом выходить на улицы и праздновать. Какие стяги держать, да, в руках празднование вот этого дня? Стяги, да. Спасибо, мы поняли вас. Ага. Что порекомендуете? Какой мы девиз? с советских времен, конечно, привыкли на наши основные праздники, и 1 мая, и День Победы, да, выйти там с определенными лозунгами, стягами. Ну, конечно, коммунистическая партия, в нем была очень глубокая, значит, идея, идеологическая работа. Она прорабатывалась, в общем-то, очень глубоко. Конечно, средства массовой пропаганды это доводили до всего населения. Ну и, конечно, праздники, значит, народ поднимался, значит, солидарность, и праздники проходили на наиболее таком, значит, высоком организационном уровне. Но наша основная партия, конечно, Единая Россия, к сожалению, вот такой сильной идеологии
у нас пока нет. Вот сегодня в оргкомитете тоже обсуждали, с чем выходить, как выходить. Ну, это вопрос до сего времени. Какие предложения-то есть? Какие предложения? Да. Ну, в принципе, конечно, вот у нас на днях прошел форум «Диалог», многообразие, национальное многообразие, единство России. И, конечно, наверное, в этом празднике должны задавать тон проживающие в нашей республике народы, чтобы объединиться, каждый со своим лозунгом, чтобы у нас была единая сильная Россия, несмотря там, кто живет в Татарстане, кто живет на Чукотке, в Карелии или в Якутии. Все мы россияне, и, конечно, это гражданская такая нация. Ну, американцы, там тоже много наций, в принципе, но они американцы все. Ну, наверное, цель преследуется, что россияне именно, значит, невзирая на нации, мы должны быть единой такой большой нацией, где объединены 190 народов. И, конечно, определенное патриотическое воспитание, нравственное, духовное начало, которое заложено вот в 1612-м. Ну, этот праздник в России до революции праздновали 268 лет. Начиная, когда Алексей Михайлович Романов провозгласил этот праздник всенародным с 1649 по 17 год. 268 лет – это довольно-таки очень большой срок. А 7 ноября мы с вами праздновали 70 лет. Ну, по инерции, может, еще где-то 95-го, 6-го года. Но коммунисты, с другой стороны, на 4 они не придут. Они все-таки 7-го, значит, выходят со своими Пусть больше праздников будет, старыми Анатолий Анатольевич. лозунгами и так далее. Поэтому, конечно, мы живем в суровых условиях. Северное гостеприимство, вот, кстати, на форуме все это отмечали, и наши соседи с Дальневосточного округа, представители Москвы, Санкт-Петербурга были. И, конечно, в нашей республике она одна из самых таких многонациональных в России. 130 национальностей у нас в республике на сегодня. И, конечно, значит, мы на 7 ноября должны выйти, вот наши все шины, Дом дружбы народов Кулаковского, вот, когда 12-й год был объявлен годом дружбы и единения народов, создано, значит, определенные условия, чтобы наши все нации, все народы, значит, занимались нравственным, духовным воспитанием, свой язык, свою культуру показывали. Но, к сожалению, конечно, вот телевидение, средства массовой информации не так полно освещают вот эту тему. Тему именно такой масштабной работы, значит, наших народов. Именно во благо развития России, нашей республики. Я такой логотип даже придумал, да, варежка. То есть пальцы по отдельности, скажем так, это менее слабое, чем вся пятерня, засунутая варежка. Это шутка, конечно. Да? Какой бы девиз вы предложили для этого дня? Не, ну вот я сейчас подумал, что, наверное, здесь главные слова будут, это все-таки независимость и свобода. Да, потому что независимость все-таки, ну, если мы все-таки склоняемся к тому, что Москва была освобождена, держава получила возможность развиваться независимо. Вот. И здесь, конечно, ну, можно День державы назвать, допустим. Вот держава, независимость. И я думаю, что все-таки свобода, потому что свобода внутреннего развития, свобода развития каждого, допустим, того же народа, каждого представителя, каждого конфессии. То есть здесь вот эти вещи можно использовать. Я бы вообще объединил, например, это сюда бы и герб, и флаг. Вот День флага, мне кажется, летом немножко искусственный, в августе месяце. А вот здесь хорошо было бы, вот научились бы флаги вывешивать, все-таки ценить свой флаг. Что-то такое вот. Ну и патриотические лозунги, наверное, такие, как За «Мы Родину. россияне», «Когда мы едины, мы непобедимы», и так далее, и так далее. Наш объединяет великий русский язык и так далее. Ну, чтобы у молодежи выработать
патриотические чувства. О проблемной стороне можно говорить, да, этого вопроса? Да, Или конечно. все должно быть Нет, ну, на возвышенных? раз ты здесь. Ну, надо сказать, что я-то за мир во всем мире, за любой праздник, да, лишь бы войны не было. Но начнем с того, что в чем проблема этого праздника? Начнем с того, что ее придумали бывшие члены КПСС, да, и комсомольцы. Те, которые проводили 7 ноября, резко стали проводить 4 ноября. То есть Может, они выходной терять не захотели? нет, в глазах огонька нету. Почему я вот на радио говорил, у меня 7 ноября в крови, потому что я в детском саде уже видел в глазах огонек у воспитателя, когда мне она восторженно рассказывала про Великую Социалистическую Октябрьскую революцию. И она мне это передается, этой эмоции. То есть атмосфера праздника. Вот сейчас же елку уже поставили там на На площади. нет, почему там возле. Ну, чего, неважно, там первая елка появилась, да? Да. Но атмосферы же праздника нету. Елка-то есть, День единства провозгласили, а Рано. атмосферы-то праздника нет. То есть в чем проблема? Сначала надо вложить в душу в праздник. Можно из любого праздника сделать праздник. Абсолютно искусственно назначить, как 31 декабря, это же абсолютно искусственный праздник, Новый год, да? Но там же была душа, и оттуда понеслась в массы. Да? И все-таки у государства должна быть какая-то красная нить и линия. То есть мы здесь не должны сидеть, обсуждать, чтобы мы какие-то эмблемы придумали. Нам Центральный комитет «Единой России» должен сказать, вот такой праздник, вот такие атрибуты, во столько в 8 утра собираемся и идем. И через 10 лет, возможно, это станет праздником. Возможно, вот телефонный звонок нашего телезрителя послужит иллюстрацией. Мы слушаем вас, да. Алло, здравствуйте. Вот у меня вот такое предложение, чтобы как-то осовременить вот эту вот дату 4 ноября, да, потому что многие не понимают, что это за дата, перенести на дату присоединения с Крымом, Ой, вот это не ну, надо. более как-то вот, чтобы была четкая, ясная дата когда народного согласования, присоединения с Крымом. Так это же не 4 Передвинуть. Спасибо большое. Ну, по датам оно отличается. Март все-таки не ноябрь, да? Там, да. Это мое мнение. Неприемлемо, я так думаю. Нет, конечно. Но как-то это, ну, западная идеология, как бы самозахват России, Крыма. Поэтому тут, когда мы строим демократическое, свободное государство, хотя там народ самоизъявил, но все-таки это более такая... Спорный момент, Да, спорный момент. Могут обвинить Россию такой в захватнической политике, что она может и хочет вернуть ранее территории, которые находились при Советском Союзе. А меня вот интересует, вот польская диаспора, да, она не в обиде за 4 ноября? Там поляков там было мало, единиц поляков, собственно поляков. Вот это вообще гражданская война, завершение смуты, Да. когда в события вмешались там волей судьбы иностранные государства. Почему независимость? Почему свобода? То есть не навязывается некий путь. Там развилка была история. Но история пошла определенным образом в 17 веке. И ничего страшного в этом нет. Что она пошла именно так, мы уже это не изменим. Мы Там же самый не- важный пафос был, что все-таки люди взяли, объединились. Вот я тоже всегда говорю, там интересный момент. Заложим наши там жизни, животы, да, жены детей заложим, вооружим ополчение. Меня всегда вот интересует, кто принимал залог. Вот тут тоже интересный момент, кто этот залог брал. Детьми, там, жизнями людей. Ну, перед Но- Господом, наверное. ну, возможно, что и так. Вот тоже. не Скорее знаю. Но всего. люди объединились, пошли, освободили. Вот они верили в тот момент, что независимость важнее, что, ну, свобода, я не знаю, в тот момент, по-моему, это слова не было свобода, это более поздний термин. Но воля, наша воля, вот мы избираем царя потом, ведь избрали царя в конце концов. Посмотрите, царя. На следующий год династия Романовых. Конечно. Выборная да, то есть- должность, да? Царь всея Руси. Отлично. Ну, Выборная. такие вещи бывают вообще, Да. бывают. Мы же не противоставляем себя каким-то внешним там, врагам, когда празднуем этот праздник. На самом деле мы говорим о решении своих внутренних каких-то противоречий, проблем. И вот это и есть основное содержание и смысл данного праздника, что мы объединяемся как бы для этого, являемся, несмотря на свою веру, несмотря на свою этническую принадлежность, которую, безусловно, все мы должны об этом помнить, мы являемся гражданами своей страны и гордимся ею.
Потом вот такие события, извините, вот такие события вот как раз они превращают просто население в народ. Вот, собственно, в нацию превращают. Нацию. Вот, да, конечно, они... В истории любой нации, устоявшейся, есть такие события. При этом надо разделять национальность и нацию, да? Конечно, да. У нас вот российский народ начал в 17 веке и складываться. Не забывайте, там же процессы пошли, и формирование единого языка, и литература начинается. Тут же очень много моментов. И обида Петра, что мы не такие, как западные, желание страну вывести. Это же национальное осознание. Давайте собственно, еще одно мнение Vox Populi, так скажем. Выслушаем. Слушаем. Алло, мы слушаем вас. Ага, добрый вечер, я из Светского, Здоров Николай Анатольевич. Вот этот праздник 4 ноября, я считаю, он как перешел, как бы, коммунисты его вроде 7 ноября были. В Якутии, я считаю, день единения, у нас Исах. Все. Понятно. Связь ворвалась. Да? С душой идут, радуются праздник по-светлому. А 4 ноября он, я не знаю, он как-то просто, я считаю, что навязан. Но я просил бы телезрителей, чтобы пришли и посмотрели на площадь Дружбы 4 ноября. Ну, все-таки выйдут и национальные общины, и народ. Какое настроение там будет. Я по поводу, кстати, идеи, да, и лозунгов. Да. Почему лозунг не может быть такой: давайте сядем за общий стол? Что родит людей, скажем так, за общим столом посидели, на свадьбе, к примеру, да, или там на юбилее, да, уже считай чуть ли не родной, да? Да. Почему бы только не представить огромный стол, да, в котором блюда, скажем, всех вот этих народов представлены? Потому что, смотрите, шашлык — это какое? Ну, Кавказ. Кавказское явление. Да. При этом это, не знаю, суперпланетарный Всенародный, бренд, да? да. Шашлык. Строганина, например, наш бренд, северян. Северянский бренд, да? Я вообще вот, кстати, вы какую кухню предпочитаете? Потому что феномен пашенства, да, в нашей Якутии, он уникален. Вы, Анатолий Анатольевич, вы какую все больше? Или русскую кухню предпочитаете, или якутскую? Ну, северную кухню, смешанную, наверное, но на основе якутского. То есть жирную рыбу. Прежде всего экологически Чистую. чистые продукции. Ну, например, колбасы, ветчину я никогда не употребляю. Ну, борщ. Печень строганную. Борщ или пельмени, да. Борщ. Ну, печень строганную, жеребятину, значит, жеребятину строганную, Это строганину. вообще-то после работы. Рацион потомка государевых ямщиков Анатолия Анатольевича Добрянцева, еще раз говорю, как и Ирина Егоровна. Егоровна, да, которая... У меня иногда когнитивный диссонанс возникает. Да, люди вроде с виду славяне, да, а по-якутски говорят лучше меня. Саша, ты татарка же, да? Не знаю, китаец сидит. Кореец. Кореец, вернее, да, объякутившийся, да, получается. Вообще, Люди много еще раз наций. предлагаю, вот кухня, еда, вот то, к чему можно предложить, Очень хорошее попробовать. предложение. Да, это же фестиваль там кухни, вернее, или там яств, угощений Но мы народов. после Нового года в дружбе, в Доме дружбы народов так и делаем. Да, Там интернациональный все Новый народы год у нас всегда. приходят со своей кухней. И у нас довольно-таки хороший А праздник. сколько вместимость? Вот, допустим, все ли могут прийти? Ну, вместимость, конечно, небольшая. Человек 200 там собирается. Ну, а если, допустим, место поменять и... В Триумфе Да. 3000 человек. Триумфе. Почему нет? Ну, тогда не только кухня, а вот все традиции, которые сохранились у каждого народа, надо показывать в этот день. О, Потому фестиваль что, традиций. Да, фестиваль традиций, Хороший, что кстати, это, что из века в век, из поколения в поколение передавалось, и который мы пытаемся вот это все вот так сохранить. Вот это и надо, вот фестиваль традиций народов. И вот это, они все равно вот друг другом похожи, схожи где-то. Есть различия, но вот это надо показывать в этот день. Отличная идея с И фестивалем этот праздник традиций. У нас действительно- после рекламной паузы, Анатолий Анатольевич, мы вернемся. И мы продолжаем говорить об объединяющих факторах, которые помогут сделать во многом, как бы, как тут мнения прозвучали, можно сказать, даже навязанный или предложенный сверху праздник День народного единения, поистину праздник. Мы остановились на гастрономическом аспекте. Да? Кроме того, ведь есть
Допустим, костюмы. Вот если мы придем все, вероятно, всем же есть что показать. Вот у каждого, наверное, гостя, да, есть свой национальный костюм какой-то дома. Лежит, пылится. Вот где его показывать? Усых может стать таким днем, да? Ну, на где Исыхе вот так и происходит. Ну, да. Усэх это один праздник, собственно, больше мы не можем нигде представить свою этническую культуру, да. А через праздники, те же самые этнические, люди воспитывают новое поколение, они перенимают какие-то традиции, по крайней мере, имеют представление о том, как все раньше было, какая национальная культура должна соответствовать, как она должна выглядеть. Ну, люди еще, кстати, могут сказать, почему навязываемая или предлагаемая, или воздвигнутая, выдвинутая идея насчет изгнания захватчиков из столицы нашего государства, да, она ведь, она как бы монотональна. Могут же сказать, мы теряем свою идентичность, возможно, да, какую-то, подчинившись более сильной, скажем так, идее. То есть понятно, что по одиночке-то можно все пальчики переломать, да, а вот кулак-то попробовать это самое. Но как тут быть? Вот Владимир Шиндикевич очень хорошо во время нашей рекламной паузы сказал, почему мы говорим об объединении культурной, языковой, религиозной, возможно, но не говорим о объединении социальном. Да вот объясни, как это? Ну, я о чем хотел сказать. Мы все время забываем, что Россия — это всегда острое чувство социальной справедливости. У меня И очень до, обостренное чувство. и до большевиков, и после большевиков она всегда, и наши, когда начинали перегибать палки, просто поместья сжигали. И при этом да? крепостное право существовало. И поместья сжигали, и на кол сажали своих бояр там, да? И поэтому, когда праздник, говорят, День единства, у меня, например, сразу, я с кем единяюсь? Олигархами, которые разграбляют мои природные богатства моей страны. Я с кем объединяюсь? Некоторыми чиновниками, которые получают там по 1,5 миллиона, ну не чиновники, скажем, некоторые профессии, которые руководитель получает по 1,5 миллиона рублей, а тут же есть уборщицы, которые получают по 8 тысяч рублей. Я с кем единяюсь? С теми или с этими? То есть это у всех у нас тоже, опять же, в крови. Мы вот через своих дедов, прадедов все это впитали, поэтому раз уж такое дело пошло, праздник нельзя организовать вот как раз флешмоб, стол накрыли и все, праздник удался. Почему нет-то? Нет, вы знаете, это совершенно верное замечание. Вот поэтому, наверное, мы склоняемся сейчас в ходе диалога в этническую сторону этого праздника. Потому что на самом деле социальные противоречия у нас в обществе существуют, да, и люди, которые даже звонят нам сюда, они вот действительно не понимают, может быть, своей солидарности вот с какими-то другими социальными классами. А вот этническое нас даже в какой-то мере более понятное становится, чем вот решение каких-то социальных вопросов. Этническая сторона становится превалирующей этого праздника. Вы не забывайте, что праздник — это возможность все подняться над всем. Ну, Новый год, когда вы отмечаете, и кто-то отмечает за скромным столом, он же не думает, что кто-то сейчас в Лондоне там гуляет. Ну, гуляет, наверное, в Лондоне. Еще что-то. Но мы-то поднимаемся, знаете, потому что нас объединяет абсолютно такое радостное чувство. Мы сотворили факт. Факт. Мы ждем, что вот следующий год будет хорошим, что там какие-то вот ставим перед собой там мечты. Содержание этих праздников, оно же разное. Поднимаемся над этими вещами. Подождите. В Новом году нас объединяет мечта. То есть у нас мечта одинаковая. Что у Абрамовича мечта, что моя мечта, она одинакова по качеству. А День единства, я не знаю. Какие мечты у людей нет, бывают? у каждого народа есть желание самовыразиться. Вот в этот день он должен, вот кавказцы вышли со своей лезгинкой, ну со своей кухней, да, и они сидят и они хотят выйти, показать себя, что они есть. Так-то мы, в общей куче ходим, да, здороваемся там как-то, а тут именно в этот день можно вот дать им вот волю, самовыражение. Кстати, на фоне событий на Украине, да, кавказцам и их лезгинкам на площадях стали более терпимо относиться. Есть же такие данные социологических исследований, да? Вот, Дим, хочется же узнать, вот, допустим, у каждого, да, есть разные национальности в друзьях. Вот у меня, допустим, ингуши, чеченцы, грузины, да, украинцы. И мне, допустим, как человеку хочется узнать,
чем занимается, ну, какие у них традиции. И если мы это все объединим, то будет очень здорово. То есть это от низов должно происходить, Да, да. выходить, Да, вернее, получается. от народа. День народного единства. Вот И не именно. думать о социальной принадлежности. И вот вы правильно сказали. Я полностью Потом- согласна. Володя, 3 апельсинки, даже если у тебя на столе будет, это будет равняться белужьей икре на Нет, некоторых я столах. попробую объяснить, почему этот праздник вообще не получается у нас, День единства. А Ну, почему возможно, получается? лет Он через нормально. 50 получится, но пока еще живы те пионеры и комсомольцы, которые и коммунисты, а этот праздник не приживется, потому что, еще раз возвращаясь к социальной составляющей этого праздника, да, вот смотрите, когда, вот, например, тот же Новый год, да, 7 ноября, там, да, вот эти праздники, все верили в свое государство, в своих лидеров, в свое правосудие. У них не было разногласий большого счета, в голове не было такой сумятицы, Дом-2 не было в голове, да, грубо говоря. И когда все это, вот это все смешали, и потом говорят, вот, брат, и тебе праздник, и ты празднуй. Готовы, упакованные, да? Нет, ну, Владимир, вы сейчас вообще, вы сейчас создаете легенду о 7 ноября. На самом деле все было гораздо сложнее. Все гораздо было сложнее. И когда мы шли на демонстрацию, конечно, мозги отключали, потому что надо быстрее было дойти, сдать эмблему факультета любимого до слез, вот, флаги сдать. Вот по пути проорать «Да здравствует там кто-то чего-то», но мы с особым удовольствием орали, когда проходили мимо ресторана «Север» и кричали «Да здравствуют доблестные работники ресторана «Север». Вот это был самый лучший наш лозунг. Там все было гораздо сложнее. Поздний Советский Союз, он был совершенно другим. И не надо... Вот вы сейчас действительно классическую легенду создаете о единении, что все вместе шли. Да все шли по-разному, но отмечали все равно этот праздник, понимаете? Там отключались, поднимались над всеми вот этими различиями. Валерий Борисович, Да. но вы же сами сказали, что человечество – это вещь искусственная. Конечно. То есть она в любой, скажем так, стадии своего существования всегда будет оперировать такими категориями. Ну, я говорю, у нас почти ничего нет такого, что нельзя было бы назвать нашей собственной выдумкой. Здесь вопрос, что мы выдумываем. Потому что мы можем выдумать концлагеря, где мы можем сжигать людей, гены у них считать, там, пересчитывать, какие неправильные или неправильные. И мы можем выдумать праздник, который нас действительно не то чтобы объединит, но просто доставит нам радость. Но приятно пройти. Вот, кстати, друзья, это понятие национальное. А вот когда ты узнаешь, что твой близкий друг, ух ты, а он, оказывается, татарин, а он, оказывается, ингуш там, да, ах, ух ты, у них там интересно. Это, вот это действительно может нас, ну не знаю, там, сделать просто лучше, что своего лучшего друга узнаешь. Потому что он же всегда как друг-то не проявляет себя как ингуш, или как чеченец, или как татарин, или как Он башкир. как человек Он проявляет. просто по-человечески, он твой друг, и все, это надэтническое. А здесь мы, да, мы россияне вот такие вот. Ну так получилось, что в Якутии у меня друзья такие, разные. Фамилии здесь удивительные, имена, отчества здесь удивительные. Это было бы непринудительно, вот, допустим, как Конечно. на парад на 7 Естественно. ноября в холод такой. Нет, ну там тоже, повторяю, там все сложнее было. Там не то чтобы принуждение. Ну, вышли мы, конечно, не выйдешь, потом отчитываться придется. У нас даже анекдот ходил, как студенты педфака прогуляли демонстрацию 7 ноября, и 1 декабря вокруг корпуса ходили с флагами, кричали «Ура!». Это вот отрабатывали, называлось. Ну вот во время форума мы проводили интерпати. Ну, это новая форма. Пришли вот разные народы, свои песни, свои танцы. И знаете, там вот такая была атмосфера, да, каждый танцевал хаджи. Каждый Хава Нагила вот вышел Стефанский петь. Все танцуют вот еврейский танец. Потом Асохай, все танцуют, русскую пляску, все танцуют. И тут даже вот ты сама уже не понимаешь, какой ты вообще национальности. Все приятно, все Но это красиво. говорит, что наши народы больше может объединять культурное, духовное Конечно, больше. начало. Конечно, да. Да. Поэтому, Безусловно. конечно, этот праздник как-то действительно, вот, что все народы показали свою культуру, духовность, но при этом все мы говорим на великом русском языке. Что у них есть свобода быть самими собой и подниматься над этим. То есть это вот хороший праздник, может быть. И, Ну, наверное, наше государство не загоняет в узкие рамки, чтобы каждый регион придумал какие-то свои атрибуты, значит, традиции у кого какие. Поэтому, наверное, свои особенности у каждого региона. И мы должны проявлять, наверное, больше вот это, как праздновать нам этот праздник. Да будет праздник, и на этой оптимистичной и очень, на самом деле, искренней нотке я бы хотел закончить нашу беседу с нашей уважаемой аудиторией. И еще раз, каковы бы ни были праздники, а все они несут на себе какие-то определенные функции. Или регулировать рынок труда, да, или
там, устанавливать количество каких-то выходных, служить для объединяющим фактором, служить для самоидентификации нации. Ну, таких высоких слов можно наговорить великое множество на самом деле. Но, еще раз, такого рода праздники, когда весь народ, да, когда все представители, будь то различных социальных слоев, да, бомж Женя и там олигарх Рабинович, все они объединяются. Такие праздники должны быть, имеют право быть, и мы должны их правильно праздновать. С вами были Дмитрий Аргунов и Александр Старик. И До новых встреч.